Вот, сейчас посмотрим. Потерял тоже. Да, вот с этого кладбища тогда 17 пробоин вертолет получил. Ах, вот отсюда стрелял? Вот отсюда, да. Как раз Но Трошев отсюда. приехал не смотреть на место, откуда в него стреляли. Он Знаешь, приехал ребята, собаку найти могилу взяли. сестры. Саперы уже научились работать по-серьезному. Это что такое? Патрон. А, вот дух, видишь, потерял патроны. Бежал. Это похоже крест, а он как на памятничек крест. Не такой? Нет, не оно. Колоколаса. Вот они. Вот она. Да, вот Русяйкина, видишь? Отработаем 2 секунды. Вот это оно, давайте смотрите. А Любочкина креста уже нет. Могилка есть? А нет, вон Трошева, кажется, вон он лежит. Ну, мы сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот тут я не был. Лет 12. Лет 12. Можно заходить сюда? Да. Вот могила сестры. Туда не надо, ребята. Не надо, мы туда не пойдем. Вот все мы нашли. Я говорю, это интуиция. Видишь, вот очень хотелось мне здесь побывать. И, видимо, вот так вот на кладбище можно говорить, Бог помог. Сразу отыскать. Вот так. Через столько лет увидеть. А теперь мы с героем России генерал-лейтенантом Трошевым едем по второму адресу. Единственное, чего он не знает, сумеет ли за оставшиеся 20 свободных минут найти то, что ему нужно. Слишком изменилось все за годы, которые Трошев не был здесь. Ой, ты посмотри. Мне говорят, что какой-то чеченец купил полностью у русских вот эти все дома. Вон дом бабушкин. Вон. Там, где мама родилась, там, где я рос. Вот тут я жил. Вот тут я родился. Ой, все уже другое. Все, этих домов не было. Вот это времянка. Вот здесь абрикосы были. Вот на эту крышу залазил, чтобы меня никто не видел на ту сторону. Ляжешь и абрикосы кушаешь. А вот под этим домом он стоял как бы на этих самых, на таких подставках. Куры неслись там, и кроме, как меня, малыша, никто туда залезть за яйцем не мог. Вот куры несутся неделю, 2. Вот я лазил туда в куфайку, нарядит меня во все грязное. Вот туда ползком по-пластунски, и оттуда тащишь мешок яиц. Конечно, забор совершенно другой. Это все было в виноградниках. Для меня это казалось, что такой большой двор был, а сейчас он такой маленький, кажется. Я туда не хочу заходить, потому что там уже все чужое, там уже все не то. Я не мечтал быть военным, тем более отец попал под хрущевское сокращение 1 200 000. Обижен был на армию тем, что вот так распорядились судьбами людей, молодых офицеров. Всегда говорил о том, что пока я жив, твоей ноги в армии не будет. Как дела? Следующий адрес Трошева сегодня Гудермес. Теплые рукопожатия с чеченскими милиционерами. Нашими милиционерами. Гудермес – временная столица Чечни, которую теперь уже многие считают и постоянной. Во время Второй войны город практически не пострадал. А то тебе грязи нанесем. Во многом благодаря человеку, который уже заждался, генерал-лейтенанта Трошева. Вот он в папахе встает из-за стола. Это чрезвычайно влиятельная фигура в современной Чечне. Муфтий Кадыров. Здравствуйте. Ну, я сегодня то, видишь, с опозданием иду. Вот, сказал 11:30, а сам так. Был в Грозном, был на Северном. Съездил на кладбище, нашел могилу своей сестренки. Побывал. Потом съездил домой к матери. Посмотрел дом ее. Вот. Так что я сегодня сделал то, что я не мог в тот раз, даже в ту войну сделать. Поэтому
Так, ребят, все. Тогда давайте пока отдыхайте. Пока судодел, забираю у меня вот этот самый агрегат. Сегодня ребята ездят. Слева комендант Гудермеса генерал Столяров. Один день генерала. Где он, что, как он? Уже почти 1,5 часа прошло. А Троша все там, вот за этими окнами, беседует с муфтием Чечни Ахмед Хаджи Кадыровым. Это уже не война, это уже политика. Вход охраняют бойцы Белгородского ОМОНа и бойцы кадыровской охраны. Один другого круче. За забором чеченцы, мирные жители, в основном беженцы из Грозного. Ждут пропусков, которые позволят им съездить домой. Многие бежали, оставив все, что было во время боев. Охрану Кадырова составляют бойцы бывшего Ямадаевского отряда, перешедшего на сторону федералов. Они хорошо подготовлены физически, хорошо вооружены. И с нашими ребятами из Белгорода у них дипломатичный, вежливый нейтралитет. Не знаю, уж ли по причине нашей телекамеры, а может быть у них и всегда так, но разъезд кадыровского кортежа очень напоминает эпизод из фильма «Мертвый сезон».